Мы, мастера, постараемся вам это все в развернутом виде вам дать, как это на самом деле работает. И чтобы информация, энергия не шла в одну сторону, желательно, чтобы была между нами коммуникация. Так лучше придет понимание. Минуточку, Бектур, я сейчас быстренько. Да-да. Так, вопрос, да? Алло, слышно? Слышно. Девочки, мне слышно? Здрасте, да, слышно? Слышно, А, слышно. Kızlar, strawberries. Фарида, Arkadaşlar, bu саламатсыздар? vatan слышно, да? Байсар. Так, я снова здесь. У меня интернет, видимо, нестабильный. Видимо, будет временами я отключаться, а я буду заново. Меня сейчас слышно, Фарида? Да, вас Да. очень хорошо слышно, девочек тоже. Девочки, какие есть у вас вопросы? Не стесняемся. Здравствуйте, можно, да, вопрос? Да, здравствуйте, конечно. А, У меня у мужа тоже этот 7-2. Расскажите о себе. Там. Ну, семерки мужчины, они, так как я обладатель такой данности, такой мужчина, он всегда ищет признание во всех делах, во всех аспектах. Что он, такой мужчина, будет считать себя звездой, очень духовным себя считать будет. Но духовность у него будет своя, понимаете? И все время и будет идеализировать, так скажем, определенные жизненное развитие, так скажем. Всегда язык о человечности будет говорить, о понимании. Много сомнений будет у такой личности. И всегда куда-то торопится. Постоянно в спешке. Понимаете? Всегда будет ставить свое мнение выше всех. Сначала меня слушайте, так говорить будет. Мгм. Ну, вот такие стороны. Давайте лучше, так неинтересно. Вопросы, когда будете задавать конкретно, что вам интересно, я буду отвечать. А то наука большая, у нас времени не хватит уложиться, да, в тайминг, который у нас заложен. Час у нас есть, в течение часа я попытаюсь все в развернутом виде вам дать информацию. Наверняка уже Кундуз вас уже всех проинформировала по данностям. Какие мужчины, начиная от личности стратега, заканчивая тактиком, да, и, идейными людьми, да, скажем. Поэтому лучше, когда вы будете вопрос, то, что вас беспокоит, или то, что вы стесняетесь задать, или любой вопрос задавайте, и мы будем сейчас ваши вопросы раскрывать. А потом я перейду, подытожу эту тему, чего же все-таки хочет мужчина от женщины. Там есть 9 М. аспектов, и каждый аспект я начну распаковывать и дам вам развернутую информацию, так скажем. Ну, я могу сказать, что ценностью вашего мужа является отношение. М.
А у вас миссия Спасибо. какая? 3, Миссия какая у вас? 3, Миссия 3. 3. Вот. А у миссии 3 отношения заложены, как вы думаете? Ну как? Ну скажите сами. Не знаю. Не знаете. Не знаю. Ну, ладно, не буду вас томить. У вас же ценности совсем другие. У вас ценности это деньги. Мгм. Понимаете? М. У вас первичный страх, страх потери денег. Сначала деньги, а потом отношения, а потом возможности, так скажем. А у вашего мужа для него ценность это отношения. И отношения какие? Человечные отношения, духовные отношения. Иманду болуш керек, тарбиялаш керек, билим алыш керек адам депчи. Адам өсүш керек деп ошондой күйөөңүз ошондой сөздөрдү айтат да. Понимаете? Мгм. И мы все люди, мы все разные. Всего вообще в природе существует 81 стратегия мужчин и женщин, личность. А там дальше, ну, это другая уже история, не по теме сейчас, чтобы вы понимали. Поэтому у вас, если мы понимаем, что ценности разные, Мгм. если у него отношения и у вас деньги, соответственно, вы за свои ценности будете, так скажем, бороться, так сказать, проявлять инициативу. Для вашего мужа первично для него не деньги ценны, понимаете? Мгм. Вот здесь, вот эту грань вы должны сами понять, что для него деньги не имеют значения. Е- В его сознании, так скажем, в информации. Мгм. А для вас все время деньги. Вам нужно этот результат, Мгм. где выгода, так скажем. И, соответственно, если у вас эта ценность, вы будете требовать с вашего мужа, верно же? Почему ты мне не даешь, там, так скажем, выгоду мою? Где результат, где деньги? Мгм. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Пока я не вместе, но есть, да. А он в миссии, да, у вас Он супруг? тоже не вместе, А, не в миссии. Ну, но тогда, есть подожди. такое. Тогда я же думал, что он в миссии, но у него сейчас другой страх. У вас, ваши страхи, в принципе, одинаковые. У вас страх потери возможностей. Вы всегда в Мгм. поисках возможностей. И здесь как бы ваши ценности совпадают. Ну, после 33 ваши ценности совсем разные будут. Мгм. Понятно, да? Спасибо. Так, у кого еще какие вопросы? Вот здесь девушка была, да? Я забыл ее. Что-то ее нету. Рыскан, включайте микрофон. Подключайтесь давайте. Здравствуйте, Бектур. Здравствуйте. У Здравствуйте. меня вопросов нет, хотела бы вас послушать. В А, ну все, общем, здорово. Так, Эльвира. У нас девятка есть. О, крутая такая, боевая. Вот боевая леди, да? Вот фильм же смотрели же, «Чудо-женщина». Ну, да, я когда американский. У меня всегда «Чудо-женщина» ассоциируется с девятками, да? Они же такие воинственные, всегда ходят помогайки, да? Любому помогут, любого протолкнут, как говорится. Наверняка она своего мужа тоже проталкивает, поддерживает. Здравствуйте, Бектур. Давай, говорит. Здравствуйте, здравствуйте. Эльвира, да. Характер точно, да, вы описали. Но, знаете, я дважды была замужем. У меня двое мужей тоже, получается, шестерки. А вы по данности кто? 9, 9-2. 9-2, отлично. Мгм. Я вместе уже, да. И получается у меня это
Ну, дважды не сложилось. И в чем причина, может, во мне, я не понимаю. Но всегда же, когда люди расходятся, нельзя говорить, что один человек виноват. Мгм. Надо, надо на эту ситуацию объективно смотреть. И объективность ситуации только вы знаете. Каждый свою вину. Нельзя, так скажем, человека с одного бока смотреть и в его сторону только рассматривать, либо свою. Но, видя вашу данность, вы же очень эмоциональный человек. Любую Мгм. эмоцию он не держит в себе, он всплеск идет наружу. И ваша эмоциональность будет проявляться в виде, так скажем, ваших отношениях. То, что вы не получаете. Женщина с миссией 2, она всегда пытается манипулировать своим мужем, управлять. М. Мгм. А как вы думаете, мужчине это нравится? Когда им Нет. все время пытаются манипулировать и управлять? М. Здесь, видите, между мужчиной и женщиной там у каждого ответственность своя. У женщины существует 9 потребностей в природе. И первая потребность- Мгм. это безопасность, да? Мы говорим, это девятый аспект. Восьмой- это Мгм. материальные результаты. То есть это деньги, недвижимость, так скажем, чтобы в семье был постоянный достаток материи. Мгм. Ну и остальные 7, вы, наверное, знаете, да? Наверное, Кундуз вам уже эту тему давал. Но на сегодняшний момент современные женщины, современные люди, они только по шестой, по восьмой компетенции смотрят и двигаются. Остальные у них в основном эти компетенции не рассматриваются. Что такое восьмая компетенция? Восьмая компетенция- это вот то, что я говорил, материальный мир полностью. Все, что Мгм. туда входит, это квартиры, машины, денежные средства, все что угодно. Оплата обучения детей, контрактов всяких. Когда эта потребность закрыта, у женщины немножко ей как бы легче становится. Ну и другая еще есть. Есть комфортные отношения. То есть комфортные отношения друг другу не создавать, так скажем, дискомфорт. Мгм. Под этим дискомфортом есть другая ступень, любовь, да? Каждый человек хочет любви, отношения себя. Ну, еще раз мы все здесь стоим, и шестая потребность- это секс. Обязательно. Он нужен, присутствует, он должен быть. Если этого нету, соответственно, будет дисгармония в этом процессе. Такова наша природа, и у нас есть эта потребность. Что у мужчины, что у женщин. С этим ничего не поделаешь. Вот, и понимая свою данность, и как-то легче с этим живется, понимаете, да? Мгм. А что с этим делать? Соответственно, каждому человеку первоначальная цель вообще в жизни, он должен развивать свое сознание. И нам непонятно, что такое развивать свое сознание. Развитие сознания- это получение истинных знаний, знаний природы, знаний Мгм. мироздания. Туда входят законы, законы мироздания, законы страны, традиции. Мы қырғыз, біз қырғызбыз. Қырғыздарда өзінің салттарыбыз бар. Қандай еркектің, аялдың мамилесі менен қандай болуш керек. Ошондой элементарный нерселерди биз экинчи планга алып салдык да, убрали. И мы не М. пользуемся, потому что современный мир, он накладывает свои ярлыки. И идет у нас тоже свой диссонанс, искажение идет у нас у всех восприятие. Но это другая тема. Вы получили ответ, Мгм. так скажем? Интересно? Что вам Спасибо. еще?
Еще можете вопрос какой-то задать. Пока в целом, Ашуля. У меня вопрос. Мгм. По данности я 8,6, мой супруг 3,2. Иногда, когда мы разговариваем, мне кажется, он очень много разговаривает. А мне надо конкретика, да, так, по пару, Ну да. пару Ну да. таких слов я уже пойму. А он иногда сядет и говорит, 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 а это уже мне начинает, ну как, грубо говоря, да, многовато для меня. И почему это происходит? Фарида, я вас выслушаю, я понял. Ваш муж очень умный человек, Да, очень умный, дипломатичный человек. Такому мужчине, такому человеку, он хочет все время признания своего ума. И он очень мягко разговаривает. Любые конфликты пытается сглаживает углы, понимаете? А да, как он сглаживает? Потому что такая личность, как вы не любите болтовню, вам нужен результат, понимаете? Что ты там болтаешь, языком молотишься, давай мне результат. А это там данность такая, 8,6. слушай, да. Потому что миссия 6, она любит комфорт. Потому М, что за комфорт там стоит материя. То есть мы за счет мы любим комфорт, и создавая комфорт, нам нужны деньги. А деньги это материя, материализуется. Соответственно, ваши ценности разные. У него ценность отношения, понимаете? Вы же оба в миссии, да, сейчас? Да, да. Вот. Он в Мгм. миссии, и вы в миссии. Мгм. Ваша ценность это деньги, Да, а его ценность это отношения. Отношения, забота, так скажем, систематизирует. Он много думает у вас. система, да. Такой человек 24/7, у него все время анализ происходит в голове. Сейчас то, что я говорю, это как бы слова же, но на самом деле здесь понимание нужно, надо понять человека, насколько он внутри проживает свою жизнь. И вот когда он анализирует и думает, он иногда воспринимает за действия свои, такой Мгм. человек. Но в действиях своих в нем заложено сомнение. Мгм. Сомнение – это его обратная минусовая сторона, да, у такой личности. Это Сомнения мешают. человек вечных сомнений, понимаете, да? Мгм. А, а личность такая, как вы, Фарида, конечно, там только результат материального мира. Но вы своего рода тоже хороший психолог, вы его тоже понимаете. Но Да, все зависит от вашего психоэмоционального состояния. Потому что у женщины, мы все прекрасно знаем, да, психология женщины, она необъятная, так скажем. Потому что все время колебания происходят. Чувства, эмоции, чувства, эмоции. Она не может это сдерживать и начинает требовать. От кого она будет требовать? От своего мужчины, в первую очередь, от своих детей. Больше ни от кого же. 100%. Вот так вот весело живем мы. И Да, да. благодаря науке мы понимаем теперь, у нас приходят определенные знания, то есть бизнес gözü açılıyor. И вы же сейчас в наставничестве у Кундуз. Кундуз вас потихонечку информацию дает вам. Дает распаковку личности. Как это должно в жизни происходить. Вам всем повезло, вы то, что пришли на Кундузский и получаете такие фундаментальные знания, их нигде нету. Вот. Поэтому у вас ценности разные. Он у вас чем занимается, муж вас? Он работает в фирме, получается, где эти фильтра делают.
Мгм. Для вот фильтры же делают такие катушечные. Что он делает? Что он делает? М, Ну как это называется? О, Господи, не могу перевести. Ну, Быстро что-то хочу. документы подписывает или занимается установкой, там, Нет, он демонтаж. машинами там развозит, привозит, или как это называется? Курьер, да? Курьер. Курирует, да. Мгм. Реализации личности нету. Мгм. Часто, ну, такой, у вас же, ваш муж, он тренер. Он очень Тренер на... хорошо объясняет. Если вот я что-то не пойму, я прихожу и говорю: "Слушай, я не могу понять, а как это понять?" И он вот Да. садится и вот до мелочайших я это могу услышать, но когда такие дела надо быстро сказать, то это уже медленно становится, да. Но он дословно, реально как тренер, вот как вы, вот терпеливый, вот типа вот такого есть. Я думаю: "Откуда у тебя столько мудрости? Ты даже вроде бы не читаешь ничего, но ты знаешь". Наверно, это тройка, да, все таки действует? Ну, это Да, его данность так. и вот Мгм. это отношение, как в семье все вот держит, вот этот курирует, как нас всех. Я всегда благодарна. Я говорю: "Я-то вспыльчивая еще та". Я говорю: "Сен болбосоң мен уже кетмекмин". Башка жигитке тийсе мен уже давно кетмекмин, биринчи список болуп деп күлүп калам. Дагы то деп Э, кайра. Это эмоции же. На самом деле, когда эмоции у нас поднимаются, внутри Мгм. колебания сознания происходит. В этот момент мы неконтролируемые становимся. То есть М, разум и ум у нас разрываются друг от друга. То есть мы неразумные становимся в этот момент. да, эмоции алдырат. А когда женщина в эмоциях, ее не сможешь остановить. Ну, такова ваша природа. Но у нас есть тоже у мужчин своя природа. Мы же тоже живые организмы же. Мы когда Ну да. видим женщину, женщина эмоционирует, уже Мгм. все, у нее уже крыша поехала, так скажем. Условно. Мгм. В этот момент он же логично, он просто, он уже не видит жену в своих глазах, он видит, так скажем, э, ну, агрессию, да, и начинает он тоже агрессировать в этот Мгм. момент. То есть Мгм. надо агрессию, любую агрессию потушить другой. Но это не касается науки суицид, то, что я говорю. Это говорю я от себя, как это происходит. Мгм. Борьбы. И вот мы в этот момент не видим супругу, жену. Мы просто пытаемся подавить ее силы. Там уже мужской инстинкт у нас срабатывает. То есть тоже разум отключается у мужчины, и он на поводу эмоций идет. То есть там гнев. Мгм. Вот. А А как что вы там? хотите от мужчины Мгм. своего? Чего вы хотите вообще? А как понять? Чего вы хотите от своего мужчины? Ой, я уже, как полгода от него ничего не хочу. Ну, как понять, да, я уже чуть-чуть остаю. Раньше могла и проверять, могла ему сказать: "Где ты?" Да. Ну, такие элементарные, э, как и я раньше контролировала. А сейчас в данный момент хочу себя найти, в себя уйти. Просто он приходит, тамақтың үстінен сөйлесіп, куда-нибудь поехать, о чем то другом разговаривать. Вот в данный момент у меня такой вот, куда буйруса, вот ошол устроюга келатабыз да, экөөбүз вот медленными шагами, но вот благодаря науке Цуцай, когда приехали на конгресс первые из Кыргызстана, вот, эм, как я, Алена или нет, корейцы, господи, Кем, Олег? Бишкек они. Олег? Олег Хелена? Ким. Да-да-да. И когда они красиво рассказала, когда я услышала, я тогда начала год назад анализировать себя через Цуцай.
Так вот, акырындык менен постепенно я теперь моего супруга понимаю, что он 3, да, что данность 2. Все-таки дайыма отношенияны кармап калат, дайыма отношенияны кармап калат. А я как восьмерка, оказывается, долбила, короче, давай, давай, деньги херачить надо, короче, знаете. Ну, честно, это надо, вот сейчас учусь еще правду говорить. Морда прикрывалась, а сейчас нет. Вот такая я была, вот я такая была. Вот хочу измениться. Вот момындай болчу. Мен вообще акча дегенде прям жата калып, тура калып, эчкимди уктатпачумун. Вот такая вот все моя данность. Ну, акырындык менен Здорово, келатабыз. очень круто. Сай крутой эта наука, я прям аж люблю эту науку. Психологию, науку или как, да. Рахмат. Знаете, я благодарю за ответ ваш. Очень, очень приятно слушать от женщины, которая занимается собственным развитием сознания и которая еще подталкивает своего мужа. Результат будет неизбежный, вы увидите в ближайшее время, но без ожиданий, как говорится. Не Просто живите и ожидали. Да, а самое главное, отключите ожидания. Просто живите, наслаждайтесь, развивайтесь, так скажем. Женщина, счастливая женщина, реализованная женщина, как вы думаете, это какая женщина? Наверное, вот на этот вопрос еще не могу ответ найти. М, Ну, Ну, может, у нас энергичная, а, м, духовность, не знаю, вот я ищу сейчас, в этом моменте я сейчас. здорово, да. Ну, хорошо. Да. То, что вы ищете, это очень хорошо. То есть это идет развитие, вы развиваетесь, пытаетесь найти внутренние вопросы, так скажем, ответы на них. Да, Может, внутренний, у да, кого-то может, видение, какой-нибудь. счастливая женщина, реализованная женщина. У кого какое понимание есть? Скажите. Өзүнүн минус жактарын билген аял болуш керек. Хорошо. Так, Бар жокту түшүнүп болуш керек. супер, хорошо. Ага. Ну, Может, Раим, как вы думаете? можно вопрос? Да, да, конечно. Вот, у меня тоже второй брак, и вот я 2-2, а мой муж сейчас 8-5. Так, я с кем, с кем я разговариваю сейчас? Рыскан. Рыскан, да? Да, Сейчас, Рыскан. ага. 2-2, да, вы? Да, я 2-2. Мгм. Муж 8-5. Второй Отлично, брак. супер. Мгм. Мгм. Так, какой у вас вопрос? Ну, у меня сейчас в данный момент хороший, но я не хочу, чтобы испортить вот отношения. Как могу вот 8,5 отношения, что ли, вот. У вас ценности совпадают, Рыскан. Ваши ценности совпадают. Мгм. Это, это уже плюс, хорошо. То есть вашему мужу, ему нужны, у него ценность отношений. Но отношения немножко другие, у него полезные отношения. А Мгм. у вас чисто отношения, выгодные отношения, так скажем. Да? Мгм. Мгм. Вот. У вас чем муж занимается? Он водитель, Водитель? да. Но я бы хотела, Э, успешным был, мгм. бизнесом занимался. Да, он ваш мужчина, он продавец. Если он в продаже пройдет, практичный продаж, там он себя будет хорошо себя чувствовать. И его деньги там находятся. Но Так я тоже скажем, вот если на базар мы все пойдем, встанем в один ряд и будем Мгм. продавать,
Мгм. Давайте яйца будем продавать. Ну, он будет хорошо продавать, да? Он будет хорошо продавать. Во-первых, у него будет продажи лучше всех, и у него будет результат лучше всех будет. И он от этого еще счастлив Классно. будет. Он еще от этого счастлив будет. То есть будет человек полностью будет, так скажем, у нас есть профориентация, есть такая направление такое, что каждый человек Мгм. должен быть профориентирован, согласно своей данности. М, Если мы вас, вы у нас тренер по отношениям, мгм, то есть вы психолог, вы мгм. хорошо понимаете, чувствуете людей, очень хорошо Да. чувствуете людей. Мгм. Ну, в общем, до Вот. меня он когда не работал вот этим, не занимался. Азыр данный Мгм. момент мен ошо берип атам да, ушундай иштейли, мындай кыл, андай кыл десем, ему нравится, но еще жасай элек да. Значит, можно, да? Мгм. Да, это не говорит о том, что чтобы он с завтрашнего дня пошел, бросил работу, я имею в виду водитель, потому что он сейчас же какие-то деньги зарабатывает же. А так как он восьмерка, ему обязательно нужен результат материального мира. Он очень у вас трудяга, много работает. И тем больше он работает, смотрите, тем больше он работает, тем у него лучше он себя чувствует, Да, очень реализация трудяк будет. он. Да. Ну вот ему больше надо трудиться в сфере продаж, в сфере торговли. Там его деньги, так скажем. Так, у кого какие вопросы есть? Вот Наргиза к нам подключилась, да, Нурдинова. Нурдинова, включайте микрофон. Подождите, что-то плохо слышно. Связь плохая. У меня тоже 8,7. Слышно мне? Да, наргиз эже Алло, слышно. сиздики жакшы угуп атат. слышно? Слова обрываются. Интернет слабый, что ли, у вас? Слова обрываются. А, а можно тогда писать? Вот Сообщение сейчас буду нормально. писать. Я слышу вас, говорите. А, у меня тоже Что-то, второй брак, да, девочки? супруг мой 8,8, я 1,7. Хочу улучшить отношения. Так, хорошо. Смотрите, что для вас отношения? Как вы понимаете отношения? И каких вы отношений хотите? Ну, хорошие, счастливые семья, чтобы были. Иногда ругаемся, чтоб не поругались. А причина, из-за чего ругаетесь? Не знаю, я вообще даже понять не знаю его, понять не умею. Как его понять даже? Он же 8,8, чересчур контролирует меня. Из-за этого ругаемся. Может быть, Каждый шаг локацию поменять, и контролирует. телефон будет лучше? Потому что, ну, конечно, он Не, же у у вас нас контролер. сегодня интернет чересчур слабый в Турции. Я сейчас VPN выключила и через VPN подключилась, А, поэтому. ага.
Наргиза, вы здесь? В общем, она пропала. Нет, я здесь. Слышно меня? Да, слышно, Наргиза, иди вас. Бектур, вас тоже слышно. Можете говорить? Вот, я снова здесь. Я до этого предупреждал, у меня вот будет выкидывать, и я обратно буду заходить. Интернет немножко нестабильный. Давайте вот с девушкой, да, мы с Турцией разговаривали. Она здесь, да, на связи? Она здесь Да, слушает. это я. Вы сами чем занимаетесь? Я домохозяйка, дома сижу. Не работаю. Не разрешает работать. Мен ол атамы қыздар? Наргиза здесь, жақсы угулуп атасыңар. Наверное, Бектурдыкы связи жаман анда. Да, Старший. я сейчас с телефона зашел, до этого через компьютер заходил. Давайте так тогда пообщаемся. Я вот девушке отвечу той, да, вот 8-8, которая. Если вы дома сидите и муж, допустим, вам запрещает, вы сами довольны, то, что так происходит? Чего вы сами хотите? Нет, недовольна. Я хочу сама работать, зарабатывать. Чем вы недовольны? Работать, зарабатывать. Ну, я не хочу, чтобы постоянно у него денег спрашивать. Чтобы были свои. То есть у вас отношения такие, немножко зависимые. Он вам деньги дает на определенные вещи и уходит, да? Так скажем, под таким контролем. Ну, Контролем да. из контролей, так скажем. Да, да. А вам этих денег хватает вообще на жизнь? То, что он вам дает? Ну, допустим, половину на половину, так скажем. Мгм. Ну, половину на половину это не считается. Здесь надо конкретно отвечать. Да, нет, чтобы не плавать. Если конкретно, нет. Мгм. Э, Дело в том, что человек с данностью 8-8, он заточен на контроле материального мира, так скажем, на результатах его.
И такой человек будет женат на работе. Говорят, да, у нас науки говорят. 8-8 женат на своей работе. Очень много работает такой человек. Алло, опять пропал, да? Да, я вас слышу, вы пропадаете. Ница и миссия 7. Ну, вы у нас стратегический технолог. Вы Илона Маска знаете, который технологии создает? Слышали? Вот данность Илона Да, Маска да, у вас да. одинаковая. Вы такой же человек. То есть вы очень глубоко глубину копаете. И хотите что-то такое создать, слепить более статусное, необыкновенное для таких статусных людей что-то. Вы же можете дома, сидя дома, и ну, делать это дело. Особенно любите руками делать что-то. Это у вас очень хорошо получается. Найдите себе какое-то хобби. Потому что ваши вещи, то, что вы будете создавать, они очень гениальные будут. Необычные вещи. И попробуйте их реализовывать через масс-маркеты, да? Через маркетплейсы. Вот, например, что вы хотели бы делать? О чем вы думаете? Какие мысли у вас идут? Не знаю даже. Мне даже А вот понятия нет. Без понятий. вы даже, вот вам надо подумать насчет этого. А когда вы Ну, я хорошо будете думаю, думать, когда вы будете но в не дисциплине? смогу найти. Не, найдете, поверьте. Она сама придет. И Да. вот, соответственно, у вас муж чем занимается? Так, она пропала, да, медленно. Клуба. Жақсы болбай қалды, Наргизжан. Как? Яхт-клуба? Что-то с яхтой. Директор яхтинг клубтон. Директор яхтинг-клуба. О, Да, да. все, целыми днями он там на работе. С утра до вечера, так скажем. Нет. 2-3 дня дома, а 3 дня на работе вот так вот. У него работа такая. Сам А, хозяин, сам хочет что делать. Дело в том, что ваш супруг очень всегда контролирует процессы, да, ему такой личности всегда важны результаты материального мира. Соответственно, когда он дома будет сидеть, он будет всех контролировать, и в это поле вы просто попадаете. Так скажем, под его контроль. Да. То есть ему дома сидеть скучно, потому что нет результата, а его энергия так работает, и волей-неволей он вам начинает под контроль заводить. Но здесь надо просто понимать свою природу. Каждый человек, если поймет свою природу,
Тогда будет легче, да, жить, так скажем. Но сейчас, на данный момент, вы получаете вот эти знания, эти вам знания дадут, так скажем, гармонизировать вашу жизнь с вашим же супругом. У вас очень хороший наставник, Кундуз, она вам даст информацию, как привести себя в гармоничную, так скажем, жизнь. Да, изучаю. Изучайте, вы Да, правильно, потихонечку изучаю мужу. вы в правильном и в нужном месте находитесь. Все хорошо. Да. Мы в точку Так. попали. Да. Случайности не случайны, как говорится. У нас так говорят. У кого еще какие вопросы есть? И я потихонечку тогда буду переходить на тему, чего же хочет мужчина от женщин. Так, не стесняемся, задаем. Зарина вот тут у нас появилась. Зарин, саламатсыз ба? саламатчылык. Айта беріңіз Мен кыргызча. мен 1.9-мун. Анан разводтомун азыр. Сіз жетисіңер да, Кандай? 1.9-мун. Меники чисто сознание 1, а 1.9, Анан 9, разводтомун. ага. Беш адасы барбы? Иә, 5 адасы бар, ооба. Мгм. Азыр отношенияга деле чачпай эле мага эме керек болуп атат. Предназначение. Ошонун үстүнөн менде идеялар Все болду. хорошо. Зарин, послушайте, сейчас внимательно меня послушайте. Попробуйте найти, где у вас будет материальное техническое снабжение, где вы будете, так скажем, товарами снабжать. Вы же у нас промоутер, у вас мышление вы идейный человек. Все время в голове вы строите схемы, как монетизировать деньги. Түсініп атасыз? Ошол нерсе вам покоя не дает. Вы все время хотите результата. Акча ойлоп атасыздар да, кандайбы мен элдерден акчаны таба алсамбы деп ойлор келет силерге дайыма. Ошон үчүн мындай бир бизнести алып туруп, точкаларды табасыңар да. Ваша жизнь Катып калып атасыз. Если вы хотите в сфере бизнеса реализовываться, вы можете и благотворительность пойти, бирөөгө жардам берип, так скажем. Потому что энергия у вас так работает, вы готовы другого человека протолкнуть. Мисалы, мени эгерде алсаңарчы, если я к вам попаду, вы меня будете продвигать. Вот какой Биктур, мастер науки Сюцай, как он говорит, там
женщины, аялдар или мужчины, обращайтесь к нему, он вам даст на ваши вопросы ответы любые даст. Очень хорошо говорит, структурно говорит, очень гениальный человек. Понимаете? Мы семерки же гениальные же такие. Гениальные менторы, так скажем. Вот, и вот в этом ваша сила. Именно в промоутерстве. Поэтому я вам рекомендую, вот, посидите, подумайте, что вам лучше будет. Знаете, например, я просто пример приведу. Допустим, у вас есть товар. Товар, допустим, по парфюмерии, да? Косметика. Смотрите, как это работает. Косметика, у вас товар есть, и вы начинаете по городу ездить, точки сбыта находить. И когда вы будете разговаривать, вот эти точки сбыта, они у вас везде наладятся, вы везде контракты подпишете, и все, и начнете их снабжать. Каждую точку. Из каждой точки вам будут приходить деньги, ваши деньги. И вот в этом деле чарчавайсың ешқашан. Наоборот, иштейсіңер. Сіздерде энергия көтеріліп тұрады да. Түсінікті, Зарина? Вот это то, что я говорю, откликается у вас внутри? Айтсаңыз? ооба Окшош менде отабы? да ушундай идеялар көп болот да, анан мындай баштагандан коркуп эле ошентип элем да. Вообще коркпогула, баштасаңарчы, өзү жолуңар ачылат, Алла Таала жол ачып берет. Бог поддерживает, как говорится, женщин. Всегда. Вам только надо начать, и у вас все получится. Я не сомневаюсь. Самое главное, вы не сомневайтесь в себе. А вы у нас сильная женщина. Очень мощная, сильная женщина. Рахмат. Так, еще у кого какие вопросы? Рахмат, чоң рахмат. Ну все тогда, да? Эльвира, вы вопрос вы задавали, да? Нураим задала, Гульнура, вы задавали вопрос? Давайте с Гульнурой вопрос какой-то. Чего же хотят мужчины все-таки? Гульнура, включайте микрофон. Не слышно. Ну ладно, тогда переходим, да, к теме, да? Наверняка Кундуз вам тему давала, 9 потребностей женщин. Рассказывала она вам? Чего хотят женщины сами по себе? Нет, не давала пока. Да? Нет. Расскажите, Очень пожалуйста. связанная. Я так вкратце расскажу. Есть всего существует в природе 3 семейные платформы. Первая платформа считается иерархическая, где главенствует женщина. Ой, женщина, извините, мужчина. Где главенствует мужчина, и за ним стоит женщина. Это мы все туда, к этой, как говорится, к этой платформе идем. Есть вторая платформа, антииерархическая, где главенствует женщина, а мужчина остается на второй роли.
То есть нашим современным словом, если говоря, мужчина-подкаблучник. Там женщина все обязательства, все мужские дела на себя, на свои плечи берет и начинает жить. Но при этом мужчина не против. Он с женщиной не борется, не ругается, он с ней согласен. В этой платформе мужчина долго не живет. Но женщина постепенно, она начинает, ее позвоночник спазмируется, и она начинает сутулой стать, горбатой. Потому что она мужские дела на свои плечи взяла. Не от того, что она такая, но от того, что природа так, оказывается, делает. Но благодаря знаниям, развивая свое сознание, она может уйти с этой платформы. Эти обязательства свои, то, что на плечи взяла, она может на мужа делегировать. В этой семье, может быть, и скандалов и нету практически. Есть третья платформа. Зачастую весь основной мир там находится, живет на этой платформе. Это называется платформа моралистов. Моралистическая платформа, где все время между мужчиной и женщиной происходит борьба. У каждого бюджет свой, у каждого мораль своя, у каждого видение жизни свое. Мужчина сам по себе, женщина сама по себе. И вот так вот живут, так скажем. В этой семье, в этой платформе очень часто дети болеют. Соответственно, это дети видят, и они продолжают такой же путь, как и их родители. Потому что современный мир, убеждения настолько к нам накладываются, у нас определенная флешка в нашем теле, она заполняется. И мы ведем себя от этого, ну, у нас поведение такое становится. Вот. Теперь, чего хочет мужчина? В основе, давайте меня возьмем. В первую очередь, мужчина от женщины хочет статуса, чтобы женщина, чтобы меня, моя женщина, моя супруга видела во мне мужчину, принимала такой, какой я есть. Со всеми недостатками, и с плюсами, и с минусами. Понимаете? Меня уже Бог сделал таким. Алла Тағала мені ошондой жараткан бұл дүйнөгөчү. Мени уже өзгөртө албайсың. Әрбір аял под себя хочет сделать своего мужа. Или так скажем. Понимаете? Идеализирует. Башканын жашоонун көрүп, или на другого семью смотрит, там мужчина определенных вещей добивается. Определенного статуса. И обычно говорит такая же, вот смотри, тот мужчина так делает для своей семьи. Это так делает, а ты как делаешь? Вот такие слова для мужчины, это очень страшные слова. В этот момент мужчина может с вами в борьбу пойти. Потому что вы задеваете его нутро, настоящее мужское. Он может дверью хлопнуть, выйти на улицу, пойти с друзьями, арак чолат, гулять этикет. Потому что вы задеваете его статус. Это очень важный момент. Это первый аспект. Второй аспект есть. Это понимание и гармоничные отношения должны быть. То есть вы к нему относитесь как к мужчине. Не как к ровеснику. Мы с тобой наравне, да? Вы относитесь как к мужчине. Что в нем есть мужская сила, что в нем есть гармоничный. Внутри там заложен статус. Вот этот. Третий аспект. Это фото. Каждый мужчина
хочет, чтобы его женщина, его супруга, чтобы обо мне заботилась. Во всех аспектах заключается. Когда моя супруга обо мне заботится, в этот момент я расслабляюсь. Мне спокойно на душе. Потому что мужчина, он же на улице работает, зарабатывает деньги. У него и так большая нагрузка. Он что думает, не думает о вас, что ли, о семье своей? Он думает всегда. Но от того, что он не может реализоваться или найти определенные деньги, или достичь определенного результата, он внутри испытывает вот эти, как вам сказать, мужское вот это состояние. То есть он постоянно борется с этим миром, борется в борьбе за материальный мир. И придя домой, он, видя жену, которая тоже хочет от него, так скажем, определенных результатов, понимаете? Он там устает и домой приходит устает. И тут на тебе такая картина. Он домой, мужчина приходит отдыхать. Приходит к женщине, к своей жене, где есть гармония, так скажем. Зарядиться этой энергией, получить заботу, и потом идти завтрашним днем на свою работу, так скажем. Четвертый аспект – это цели. То есть вот у меня же есть цели свои в жизни, которые я добиваюсь. Я же тоже, выходя на улицу, тоже пытаюсь проявиться. У меня тоже есть свои цели в жизни. И вот цели мужчины, если женщина, она поддерживает его, это дает, она поддержку дает моим целям. Это уже та энергия, которой нам не хватает. Пятый аспект – это имидж, коммуникация. Как же это слово-то, Господи? Поддерживает ли моя супруга, моя женщина, мои действия? Я могу ошибаться. У меня могут быть Вас не слышно, Виктор? неправильные для мужчины. Я здесь, да? Можете дать обратную связь? Да, слышно. Так, я где остановился? На пятом аспекте, да, остановился? В общем, пятый аспект – это где правильные последовательные действия. То, что мы совершаем, так как я коммуницирую во внешнем мире, как я себя веду, вот эти правильные последовательные действия мои, женщина, она должна поддерживать мои. И если я чувствую эту поддержку,
Соответственно, мне хорошо от этого. Если меня не поддерживает моя супруга, мои действия правильные, последовательные, как я коммуницирую в внешнем мире, тогда эта поддержка нужна, в общем. Так получается. Шестой аспект – это комфортные отношения. Мужчина хочет от своей жены. То есть я от своей супруги буду требовать комфортных отношений. Комфортные отношения – это не те отношения, там, где она мне там подскалкой говорит, ты знаешь, у нас такие-то проблемы надо решать. Мужчина понимает это уже, что дома проблемы есть и надо решать. И он и без этого. Мужчине требуется просто внимание, комфортное ему. Любви хочется, женской любви. Мы тоже люди. Секса мы хотим. Для мужчины это тоже так же важен, как и для женщин. Где нету шестой аспект, там будет везде, по остальным аспектам тоже проблемы будут, начнутся. Если женщина шестой аспект не дает мужчине, да, как вы думаете, что будет? Что происходит с мужчиной? Наверное, начинает изменять или на других смотреть. Ну да, все Агре- правильно. Агрессивным становится. Он, во-первых, агрессивным становится, но его агрессия, он потом поймет, что об стенку лбом биться бесполезно. И тем самым вы понимаете, да? Потребность биологическая, физическая у нас есть, и у вас, и у нас. Понимаете? И это очень важно, это надо понимать. Здесь же в этих аспектах сидит понимание, сама глубина понимания. Если вы начнете это понимать, соответственно, вы будете знать, как этот вопрос решается вообще. Так, ценность. Седьмой аспект. Вот это самый очень важный аспект. Это ценности видения философии самого мужа. Потому что эти ценности ему были переданы его родителями, его родом. Тек жақтан. Понимаете, да? Мы все кыргызы, у нас 7 областей есть. Бізде кыргыздарда оң қанат, сол қанат бар, ичкиликтер бар. 40 родов есть. И у каждого рода есть свой салт. Мы не можем это взять и вычеркнуть, понимаете, в сторону. Она тоже входит в наши традиции, это ценность, понимаете? Но есть мужчины, которые не ценят, так скажем, наши традиции. Я один из таких мужчин был. Я вам честно признаюсь. Мы все пришли в этот мир ошибаться. Мы не идеальны. Благодаря вот этим знаниям приходит к нам мудрость и понимание приходит. Природу мужчины и женщины. А сама жизнь, она как школа же. То есть в школе за знания нам дают оценки, верно же? А жизнь, она нам не дает оценок. Она все время учит нас. Если мы не усвоили какой-то урок, она заново нам будет обучать, заново урок преподавать будет. Будет бить по тем местам, где мы не понимаем.
Жизнь нас всегда будет учить этому. И когда мы поняли в определенный момент, в чем мы зацикливались, или в чем мы не развивались, так скажем, мы дальше начинаем расти. И вот так вот жизнь нас учит, так скажем. Но у жизни времени много. Жизни без разницы, ты понял, не понял, радуешься, ты не радуешься, страдаешь. Нет, жизни все равно. Она будет объективную реальность транслировать, как она должна быть. И вот здесь, получается, у мужчины женщина должна поддерживать его ценности. Когда ценности мужчины не совпадают с женщиной, соответственно, мужчина у него внутри тоже происходит колебания, так скажем. Колебания, и он, так скажем, там начинается у него разрушение иллюзий. Это я говорю про какие должны быть ценности. Но так как мы все развиваемся, мы наши ценности все время пересматриваем. Но ценность вообще с учетом мироздания, она единственная, она одна. Суть реализованной женщины, счастливой женщины, это счастливые ее дети. Скажите, это так? Вот вы с этим согласны? Да, согласна. А счастливый мужчина, это где суть мужчины оставить за собой наследство, то есть наследие. Иманду Адам болуш керек, да? Но иманду Адам, каждый из нас себя считает иманду. Но на самом деле иманду, наш индикатор, это наши дети, как они к нам относятся. Понимаете, слышите, да? Да, да, слышим. Вот как к нам дети относятся, Мгм. вот это наше зеркало, отношение нашего имана по-настоящему есть. То есть можно определить человека по ребенку, какие родители. И вот реализованный мужчина — это вот оставить за собой наследие. То есть продолжить род, так скажем. Тот род, который должен. Это касаемо семейной. Но есть и другое реализация мужчины. Это где его идеи, где он служение делает. Это служит этому миру, служит людям, где он становится востребованным, компетентным человеком. Вот здесь понятно, да, седьмой аспект идеологии. Там очень большая глубина есть. Я вам просто поверхностно даю, у нас просто время ограничено. Пока эту глубину не будем распаковывать. Так, восьмой аспект – это результат его деятельности. Вот хожу я на работу, зарабатываю там 20 тысяч сомов. Вы на этом тоже должны как бы правильно выразиться, не соглашаться, а просто понимать его результат, его действий на данный момент. Но это не говорит о том, что чтобы он на этих 20 тысячах жил и, как говорится, вас всех об этом заботится. Нет. Я к тому, что говорю, его результат,
его деятельности, вы должны его поддерживать в этом плане. На текущий момент. А женщина, вы для нас, для мужчины, каждая женщина, моя супруга для меня, это скрытый капитал. Если у моей супруги психоэмоциональное состояние в покое, колебаний, и она верит в меня, у меня автоматически везде начинаться открываться дороги. Жолым ачык болот, кыргызча айтканда. Эгерде женщина, моя жена начинает внутри скорбь вести, гневаться по определенным результатам жизненным, а жизнь постоянно нас испытывает, в этот момент у нее колебания происходят, она начинает срываться. Срываясь на своего мужчину, в этой семье нету победителей. Энергия падает у женщины, у мужчины падает энергия. Соответственно, у мужчины жабылып калат да, дорога закрывается, возможности закрываются. И нам зачастую вот этой энергии не хватает от наших женщин. Но как прийти к этому? Чтобы прийти к этому состоянию, нужно развивать свое сознание. Без развития сознания мы не сможем, ваш ум не сможет опираться на что-то. Поэтому Кундуз вам дает эти знания. Как применить их на практике. И когда психоэмоциональное состояние дома нормализуется, а за погоду дома, за психоэмоциональное состояние мужа и детей отвечает полностью женщина. Поэтому женщина, она своим детям, она воспитывает своих детей. А мужчина показывает личным примером, как заботиться о своей жене, если у них в их семье есть мальчик и девочка. Он своим примером показывает, как надо заботиться, как надо работать, как проходить жизненные трудности вне дома и также дома находясь. А знание и воспитание и мудрость только женщина передает. Мужчина, он тоже мудрость передаст, но он передаст по-другому. Он передаст отношениям к своей женщине, как он относится, как он заботится от ней. И в семье, находясь дети это будет впитывать автоматически. Что мужчина, что и женщина. Ой, что мальчик, что девочка. И 9-й аспект – это служение. То есть женщина, мы хотим, чтобы наши женщины, моя супруга служила мне. Это касаемо, чего хочет мужчина от своей женщины. Ну и, соответственно, и у вас есть свои потребности. У вас в точности наоборот. Интересно? Очень Да, Вот так интересно. мы и живем. спасибо. Очень интересно. Поэтому я тоже искренне благодарю устаза, нашего гениального учителя, Джанат Хазамжаров. Он вот действительно гениальный человек, и он вот эти ценности, которые люди позабыли, он несет свет этому миру, чтобы мы получили эти знания и применили их на себе, на своей жизни, так скажем.
У кого какие вопросы есть? У меня есть вопрос. Есть ли у вас в Ютубе или в Инстаграме ваши эфиры? Я хотела бы послушать. У меня Инстаграм есть. Я пока эфиры не веду. Я сейчас над этим проектом работаю. Моя деятельность, вот за это время я занимался обучением, я много обучался, получал знания и накладывал на свою жизнь. Теперь я сейчас перехожу на новую фазу. Я хочу эти знаниями теперь сейчас делиться на внешнем рынке, да, так скажем. М, Поэтому, да, вы можете записать, я сейчас напишу сюда. мгм. Так. Будет хорошо, когда вы задавать свои вопросы. Или я вас сильно загрузил? Все нормально? Нет, все отлично. Все хорошо? Ну, здорово. Я подтвердил. Когда женщина страдает дома, в этот момент даже дети это пословица же есть. Мудрая женщина сделает из своего мужа султана и сама станет, да, ну, царя, и сделает своего мужа царя и сама станет царицей. А иная женщина сделает из своего мужа раба и сама станет рабыней. Здесь есть такая пословица. Есть метафора хорошая, знаете, я вам хочу поделиться с ней. Барак Обама же, знаете, президент Соединенных Штатов. Ну да. У него жена Мишель Обама. Вот они едут летом, едут по шоссе, солнышко светит, кабриолет, хорошая погода, они в очках оба. И они заезжают на заправку, чтобы заправиться. И заезжая на заправку, они встречают там, видят на заправке рабочего там своего этого сокурсника. И Барак своей жене Мишель говорит, Мишель говорит, посмотри, говорит, помнишь, это Джон, говорит. Он же когда-то ухаживал, бегал за тобой, студенческие годы. Видишь, говорит, где он, а где я. Я, говорит, я президент Соединенных Штатов Америки, говорит. Тебе, говорит, повезло. И она в сторону Обамы поворачивает, и очки вот так опускает, и такие слова говорит. А ты знаешь, Барак, если бы я, говорит, вышла замуж за Джона, тогда бы наверняка он бы стал бы президентом. Понимаете суть? Поэтому все в наших руках. Какой мы жизни хотим, то мы и получим. Все наши мысли, о чем мы думаем, пишем и говорим, то и в нашей жизни происходит, то и мы притягиваем к себе. Другого не бывает. Я тоже, придя в науку, я из кризиса пришел.
И благодаря этим знаниям у меня все в жизни налаживается. Я не говорю, что у меня идеальность. Я знаю, по крайней мере, куда он двигается. Kızılca айтқанда сана тынч та. Сана тынч, бирок жашоо деген ар кандай как мы смотрим на эти падения и взлеты, все зависит от нас. Там и наша мудрость. А жашоо деген беш колдой болбойт да, беш кол тең эмес да. Вот. И, кстати, семейную платформу определяет не мужчина. Семейную платформу определяет женщина. Потому что женщина – это материя. Женщина рожает детей. Женщина материализует все вокруг своего поля. Поэтому все в ваших руках, как говорится. Все очень просто, как Устаз говорит. Но сделать это, дальше двинуться, это уже совсем другой вопрос. У кого какие вопросы? Будет хорошо, когда вы будете вопросы задавать. Вы будете получать на них ответ. Я вам постараюсь дать короткий, четкий ответ на ваш запрос. Давайте Кундуз Таштанова, я забыл, как вас зовут? Она здесь с нами? Нет ее тоже. У меня такой вопрос. Да. Ну, чуть-чуть круче по шестой компетенции. Да. Да, здесь же как бы компетенция должно быть более у мужчины, но потребность у женщины. Как в этом случае быть? Да, все очень просто. Это же природа же наша. Вот это, когда мужчина и женщина занимаются любовью, они друг друга энергией заряжают. Женщина ему дает ту энергию, чтобы он пошел и, так скажем, выйдя из дома, завоевал этот мир, как говорится. Мгм. На самом деле, по природе своей, вот этой энергии нам и не хватает. М. Веры вашей, веры. Когда мужчина домой приходит, мужчина что отдает женщине? Он же отдает свое сердце, душу отдает. То есть. Он вам душу свою отдает и сердце, чтобы вы его хранили. И сам уходит в отвагу, как говорится. Внешний мир зарабатывая, покорять этот мир. Поэтому мужчина такой женщине, мудрый, он так же, горы свернет и к ее ногам принесет. Но это метафора, но это действительно так работает. Пока вы это в практику у себя не провернете, вам же надо же удостовериться в этом. Да. Ум же такой у нас. Ум у нас
у человека такой хитрый, изворотливый, понимаете? Он может и не поверить, он может обходить. Но когда вы это действительно увидите и почувствуете, вы скажете: о, это, оказывается, работает. Это действительно так. Поэтому нужно здесь как бы понимание и вот мудрость нужна. А по поводу шестой компетенции, там больше удовольствия женщина получает, нежели чем мужчина. Нет, оно так и есть. Просто до Цицая всегда говорил мой супруг, да, о, не дай, о, это хорошо, что ты мужчиной не был, да, типа такого. Я говорю, ну это же такая потребность, ну, женская. А потом я когда услышала, например, 6, да, более этот, а он тогда успокоился. Я теперь знаю, откуда это пошло, да. Но сомнение у меня в голове все равно было, блин, ну как так? Ну, мужчина должен хотеть, а не женщина хотеть, да. В таком смысле у меня всегда в голове как-то э, боролась я этим тоже всегда, блин, ну как так, ну как так, ну как так, блин, да я же женщина, да я же женщина. А потом он уже мне успокоил, слушай, я говорю, по Цуцаю Джанат Арай сказал на норм, короче, шестерки такие. Я так, ох, наконец-то, вот эта маска такая раскрылся, я такая чистая. Да, я хотела от вас тоже услышать на этот вопрос. Ну, да, это очень самая интригующая тема, это вот шестая компетенция. Она всем интересна. Нет, просто же говорят, вот мужчины должны, а здесь женщина. Я так, а потом еще сомнения начинаются. Ну, все, я уже открыта. Не, ну, знаете, это вот, когда ты весь кайф вот этой компетенции будешь чувствовать, когда у тебя в сознании нету вот этих всяких колебаний, проблем, там, Мгм. полностью должна быть свобода. Тогда женщина раскроется, как да, бутон, да, вот этот лотос. Мгм. Ну, так как мы живем в материальном мире, и у каждого свои хотелки есть, у нас же у всех есть эго, свой эгоизм. Да. И мы свой эгоизм проявляем виноват. И не получая это результаты, у нас все падает. Там и либидо падает, там и все подряд. Ну, вы это хорошо понимаете. Да, там уже знаю, ну. Конечно, бывают дни, когда мужчина становится там романтичным, приглашает на какой-то вечер, или там деньги даст, или покупку какую-то приятную сделает. Женщине ей приятно, она такая уже расслабленная станет. И вечер такой хороший, ночь хорошая становится после этого. И женщина довольная такая, утром просыпается, настроение хорошее, она вкусно готовит. Мужик тоже счастливый такой, штаны одел, там кентам позвонил, ай, ой, и мне ишклала, кандай движение глаз, где деньги заработать, тоже начинает суетиться, понимаете? И этого стесняться не надо, это природа наша. Мне тоже такой пример такой приводили. Вот смотрите, у нас в этой сфере, в этом аспекте, шестом аспекте, стол всегда накрытый, красивый стол. Чего только нет там на нашем столе. Но мы не пользуемся этим столом. Мы только берем и хлеб кушаем. Катукалан нанды джейста. Когда тут такой красивый, шикарный стол есть. Всего можно попробовать. Мгм. И у каждого блюда или у каждого фрукта свой вкус есть, свои ощущения есть. И не попробовав этот фрукт, вы никогда не поймете, что это за ощущения такие. Так и останется картинкой, да, на стене. Ganz gut. Mhm. Ich wollte mit ihm spielen. Geh doch schnell. Да, спасибо.
Так Вот. что век живи, век учись, да, как говорится. Ой, нам действительно надо учиться, учиться, учиться. И вот сейчас вот был про какую компетентность это было? Седьмое. Тоже очень прям такое. Для меня это открытие было, инсайт сегодняшнего дня. Ну это очень здорово. Но на самом он там, вот именно седьмой аспект, он очень глубокий. Мгм. Смотрите, вообще, что такое семья? Мужчина и женщина, это же союз же, одно государство. Бир Мгм. мамлекет становится. И у этого союза, у этого государства есть конституция. И как вы думаете, какая конституция, какой там закон? Конституция. Ну да, условно возьмем. Какая Ну, политика там? Да. Как вы думаете, что там должно быть? Сохранить семью? Или... М, Ну, мы же и так, она у нас есть же. Ну, может, это тоже входит туда, да, эта часть. вечером Давайте беру. я так вам скажу. Смотрите, любовь, любовь, она существует, она есть, но она где-то от 3 до 5 лет любовь существует. Это шестой аспект, верно же? Есть восьмой аспект, это материальный мир. Мы все знаем, деньги, они приходят и уходят. Сегодня густо, завтра не густо, как говорится. Понимаете? Это приходит и уходит. Любовь тоже, она как вода. Гелет гетет. Ахчада гелет гетет. А вот здесь еще кроется самое главное, седьмой аспект. Ладно, не буду томить. Седьмой аспект это сама идеология, на чем ценность семьи. Вот когда ценность семьи, вот этой ячейки держится на идеологии, эта семья никогда не развалится, ее ничто не разрушит. Никакие деньги, никакие скандалы. Да, мы идеальны, мы все эмоционируем. Поругаемся, но завтра же можем помириться же. Поэтому, когда идеология сильная, семью, мужчину и женщину ничто не разлучит никогда. Потому что они знают, куда они идут. Они знают, куда им развиваться. Это путь, да, целый, жизненный путь. Они знают, куда надо детей вести, какие знания им передавать. Поэтому и говорят же, муж и жена одна сатана. Или каждой твари по паре. Это не простые слова. Там есть своя истина, своя глубина. И то, что с вами рядом мужчины, мужья ваши находятся, это эквивалент вашей энергии. Чего вы достойны? Точно так же и муж. Чего он достоин вас. Вы достойны своего мужа. Вот и, соответственно, как Устаз говорит, семья это бизнес. Как вы к бизнесу относитесь, то есть к своей семье, так он и поплывет. Но вот сама идеология, она должна быть крепкой. А не пополам, как я до этого говорил, где третья платформа, где мужчина и женщина находятся в борьбе все время. У них даже бюджет денег разный на третьей платформе. У женщины свой бюджет, у мужчины свой бюджет. Они вместе деньги скидываются за квартиру, за продукты там. Везде счета пополам, так скажем, платят.
Ну, не в буквальном смысле, но в целом там такая картина. Ну все, я думаю, я вкратце вам дал информацию. Спасибо большое. Всем было полезно, всем было интересно. Дайте обратную связь. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Очень информативно было, инсайтов очень много было. Я вас благодарю за ваше знание и за эфир, Во благо. Во и благо. за Во благо. ответы. Спасибо большое. Нам Ну тоже все, тогда побольше мы... таких учителей. Как? Еще раз. Не Нам слышу. тоже побольше таких учителей. Спасибо Кундузу за такую организационный момент с вами. Это было очень полезно. Я тоже вас благодарю за то, что вы выслушали, за то, что дали свои вопросы, за искренность. Кто-то, может быть, свои какие-то искренние вопросы тут задал. Тоже благодарю вас. За то, что выслушали. За то, что развиваетесь здесь, находитесь. Вы в правильном месте все. Вы не ошиблись. Так что я вам всем желаю развития, Мы тоже счастья, благодарны любви, вам. До процветания. свидания. Спасибо большое. Реализовывайтесь. Помните, да? Реализованная женщина – это когда… Счастливая женщина – это когда ее дети счастливы. Мгм. А дети смотрят, запомните, всегда на родителей. Если дети видят, что родители счастливые, они тоже захотят такую же жизнь, счастливую. Точно такую же, как и папа и мама прожили. И они обязательно проживут, даже лучше. Я вам 100% говорю, это так работает. Потому что они уже ценят энергию, то, что вы излучаете. М, Бала синюалат это. И он будет, когда он закончит университет, выйдет в взрослую жизнь, он будет искать себе такую, девочка будет искать такого мужчину себе. А мужчина, мальчик будет искать себе такую женщину, девушку. И точно такая же, то есть, так скажем, жизнь пойдет. Да, будет потом. Рахмат. Çok rahmat. Поэтому О, Рахмат. все, что сейчас в жизни происходит у вас, просто смотрите, как это, ну как вам сказать, близко к сердцу не берите, не страдайте от этого. М, У нас жизнь одна, у нас нету две жизни. И вопрос, каждый день, каждый прожитый день, когда мы проживаем его без улыбки, без счастья, я считаю, что это один день на ветер, так скажем, ушел. м, Но это условно, как говорится. Но где-то есть здесь своя истина, да? Так скажем, где-то есть своя правда. Терең ыраазычылык сизге, Бектур. Сиз менен таанышканыбызга абдан кубанычтамын. Кундуз Таштановага да терең ыраазычылык. Ошо сиз менен ana получается бизге мост болуп берди да сиз менен тааныштырып, бүгүн абдан сонун теманы көтөрүп түшүндүрүп бердиңиз. Чоң рахмат. Всё, я тоже благодарю за этот эфир. Кундуз Таштановой тоже благодарю за возможность, так скажем, поделиться знаниями, своим видением, так скажем. Все, до скорых встреч. Все, Рахмат.
До Рахмат. Все, свидания. всего доброго. Хорошего Рахмат. дня. Ага. Ага.